Здравствуйте, с вами программа «Тет-а-тет». Сегодня у нас в гостях генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Intellex» Джумадылов Талайбек Амантурович. Здравствуйте. Добрый день. Господин Джумадылов, надеемся, что у нас будет открытый, честный разговор, где вы ответите на все наши острые вопросы. Пользуясь случаем, я тоже хотел бы выразить благодарность вашему каналу, что пригласили на эту беседу. Я готов к открытой беседе, как говорится, сказать, без купюр. Господин Джумадылов, вы работали в сфере изготовления паспортов для граждан Кыргызстана. Эта сфера не раз была в центре коррупционных скандалов. Как вы это прокомментируете? В целом, хотелось бы сказать, что я с 2004 года являюсь генеральным директором компании Intellex, которая была оператором паспортного проекта, то бишь проекта по внедрению паспортов нового образца. Потому что прежние паспорта, которые выдавались у нас в стране с 1994 года по 2004 год, были полностью дискредитированы. Они были, паспорта заполнены от руки, фотография вклеивалась и заверялась печатью. В связи с тем, что данные паспорта были найдены на руках у международных террористических организаций, в частности у Чмабая Намангани, у Тахира Юлдашева, то есть именно главарей бандформирований, которые вторглись на нашу территорию в 1998-1999 годах. Кроме того, эти паспорта находились у международных транснациональных группировок, лиц, занимающихся наркоторговлей, незаконной торговлей людьми. Поэтому была паспортная реформа, и вот на протяжении 14 лет я возглавляю эту кампанию. Прежде всего, хотелось бы ради справедливости отметить, что на сегодняшний день уполномоченным органом по выдаче международных проездных документов и внутренних документов, удостоверяющих личность, является Государственная регистрационная служба. Ее предшественником было Государственное агентство информационных ресурсов и технологий. Так вот, по рейтингам международных агентств, в частности Transparency International, ООН, на сегодняшний день Государственная регистрационная служба является одним из самых коррумпированных органов. И в сфере выдачи документов государственного значения, а это не только паспорта, а и водительские удостоверения, свидетельство о регистрации транспортных средств, свидетельство о рождении, все время сопровождалось громкими скандалами. Было несколько таких громких случаев, которые вызвали общественный резонанс. Например, я могу такие привести примеры, когда паспорт гражданина Кыргызской республики получил международный аферист и проходимец, враг номер один казахских властей по кличке шахматист Мухтар Аблязов. Он находится в розыске по линии Интерпола по запросу 3 государств, это Казахстан, Украина и Россия, в связи с выводом около 9 миллиардов долларов. Кстати, он же позиционировал себя как главный финансист наших, скажем так, бархатных революций, то есть революции РОС 2005 года и 2010 года. Он об этом сам открыто заявлял и не скрывал, и говорил, что он принимал непосредственное финансовое участие. Следующий факт был, когда кыргызский паспорт оказался в руках у грузинского вора в законе, также у сына цыганского наркобарона Яна Лебедова, который убил чемпиона мира по боксу. Также еще имел место нашумевший факт обнаружения кыргызских паспортов у 98 граждан уйгурской национальности из Синьцзянь-Уйгурского района Китая, когда они были задержаны в транзитной зоне аэропорта Ататюрк в Стамбуле. К глубочайшему сожалению, ни один из этих фактов не получил должной оценки, виновные лица не были привлечены. И сейчас есть очень вопиющие факты, чтобы быть неголословным, что и в другой сфере тоже есть требующие внимания факты. Сейчас не публикуется, что возбуждаются уголовные дела по случаям выдачи водительских удостоверений лицам, имеющих проблемы со здоровьем, то есть шизофрения, раздвоение личности, умственная отсталость и прочее. Поэтому, когда я читаю такие случаи, у меня волосы дыбом встают, это получается, эти люди с такими правами участвуют в дорожном движении, они представляют угрозу безопасности жизни и здоровью. В одном из своих интервью вы обвинили руководство ГРЭС в полной профессиональной непригодности, когда речь шла о стандарте ISO 3166 для автомобильных номеров.
В целом, как вы оцениваете профессионализм руководителя ГРЭС за последние года? Ну, к глубочайшему сожалению, к руководству Государственной регистрационной службы и его предшественника ГАИРТ в настоящее время сидит уже 14-й председатель. Причем двоим из них удавалось дважды входить в одну и ту же реку. Это нынешний депутат Джигур Кеңеша Бахчиев, 2 раза был председателем, и нынешний председатель ГРЭС Шаикова. Она раньше была, потом опять вернулась в эту структуру. Что касается непосредственно вашего вопроса по поводу государственных номерных знаков. Ну, всем общеизвестно, что в нынешних государственных номерных знаков используется при обозначении страны цифровое обозначение KG. Но следует отметить, что в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении, где эти вопросы регулируются, автомобильным кодом Кыргызской Республики являются другие буквы КС. Они воспроизводятся, кстати, на водительских удостоверениях и воспроизводятся на свидетельствах о регистрации транспортного средства, либо технический паспорт. Так вот, прежнее руководство ГРЭС, при Сарпашеве, по-моему, они перепутали, что код страны в другой системе, в несколько другой системе. ИСО – это международная организация по стандартизации. И она регулирует наши обозначения, кодовое обозначение в нашей стране в сфере стандартов. А в сфере автомобильного, то бишь дорожного движения, на нас распространяется положение Венской конвенции. В соответствии с ней у нас должны были использоваться аббревиатура КС. Тут даже дошло до анекдотичного случая, когда, поняв, что неправильные цифры использовали, Государственная регистрационная служба и наше внешнеполитическое ведомство направило ноту в ООН, чтобы внесли изменения, но, к сожалению, ошиблись и написали в Монреальскую конвенцию. И поэтому, там, естественно, пожали плечами и выразили недоумение, но на дипломатическом языке это называется, опять же, здесь попали в просак. То есть на сегодняшний день все, кто получил номера КС, то есть KG, с аббревиатурой KG, рискуют попасть в неприятную ситуацию, если найдется грамотный работник дорожного движения, либо таможенник, либо пограничник, и предъявит, что в таблице автомобильных кодов Кыргызской Республики должны использоваться цифры КС. И он может сказать, что есть разночтение, поэтому до выяснения обстоятельств могут возникнуть сложности. Кроме того, у нас еще другой был случай, скажем, он такой довольно-таки смешной с точки зрения обывательской. Общеизвестно, что Государственная регистрационная служба с 1 августа 2016 года присваивает персональные идентификационные номера вновь родившимся нашим детишкам, либо лицам, которые раньше не получали так называемый ИНН. Вот в этом 14-значном коде есть позиция 10-я, орган выдачи данного номера. Ранее там было 2 цифры, либо 0, это социальный фонд Кыргызской Республики, либо единичка, это Государственная налоговая инспекция. Вот когда стала выдавать Государственная регистрационная служба, я задавался вопросом, почему вы использовали цифру 5? Не 2, по идее, по логике вещей должны были использовать цифру 2, чтобы быть, по крайней мере, последовательным. То мне объяснили очень смешно, вы даже не поверите, сказали, что это согласно кыргызских обычаев цифра 5 счастливая, поэтому ее используют. Кстати, эта ситуация до сих пор сохраняется. Как бы она комично, анекдотично не была, но это вот признак, свидетельствующий о некомпетентности и профессиональной непригодности руководителей ГРЭС. Какова настоящая цель введения биометрических паспортов? Какова была необходимость в этом шаге? Как вы думаете? Прежде всего, необходимо отметить, что я, естественно, выступаю обеими руками за использование современных достижений научно-технического прогресса и современных информационных технологий. Но для того, чтобы их использовать, должны быть созданы прежде всего необходимые условия. И должен быть грамотный, квалифицированный, вдумчивый и системный подход. Что касается биометрических технологий, вопрос, по которому вы задаете. В чем заключается основное отличие электронного, то есть биометрического паспорта, который сейчас на руках у наших граждан находится, от прежнего паспорта? Отличие заключается только в одном. В том, что биометрический паспорт дает возможность идентифицироваться владельцу паспорта в электронной среде для того, чтобы получать электронные услуги.
Ну, отсюда вытекает вопрос, существует ли у нас электронная среда соответствующая, и есть ли рынок электронных услуг. Практика, как сложилась сегодня, показывает, что нам, образно говоря, дали ключ от дома, фундамент которого еще даже не заложили, то есть ключи от дверей, которых еще нет. Вот с этим сталкиваются наши граждане в своей повседневной жизни. Я пример приведу конкретный. Человек приходит в банк, либо другое финансовое учреждение для получения кредита, оформления быстрого займа, либо покупки товаров быстрее, или для того, чтобы... Или приходит для оформления нотариальной сделки. Естественно, определенная информация занесена в чип. В частности, семейное положение, место жительства и национальность. При совершении тех или иных сделок или оформлении возникает необходимость эти данные получить. И теперь получается, банковское либо финансовое учреждение, либо нотариус не имеет возможности эти сведения прочитать. И они требуют принести ему справку дополнительно, то есть кроме паспорта принести справку с домоуправления о месте жительства, принести справку с ЗАГСа о семейном положении, или, если в случае возникает необходимость, справку о принадлежности к той или иному этносу. То есть, получается, зачем тогда выдавали этот паспорт, если не создали благоприятные условия, чтобы другие государственные органы и бизнес-структуры смогли бы эту информацию прочитать. Поэтому в этом смысле выдача биометрических электронных паспортов внутренних была преждевременным. Надо было создать вначале необходимые условия, а потом уже выдавать дорогостоящие документы. Я просто приведу, чтобы быть, опять говорю, быть объективным, цифры. Ранее, когда наша компания занималась изготовлением ID-карт, стоимость самого заполнения стоила 0,27 евро. Это порядка 15-20 сомов в зависимости от курса евро к сому. Когда в 2014 году мы передали процесс изготовления ID-карт государственному предприятию, ближе к концу своей деятельности они в 15 раз увеличили стоимость заполнения ID-карт. То есть, если раньше было 200 сомов, 20 сомов, по максимуму возьмем, то государственное предприятие «Инфоком» стало изготавливать те же паспорта из тех же расходных материалов и за свои услуги брать 280-300 сомов. Я долго думал, почему они так завысили, зачем это нужно было. Потом объяснение пришло очень простое. Потому что это было, как в магазине делают, вначале повышают стоимость товара, а потом объявляют о скидках. 50%, 75% или там 2 пары по одной. Тут просто аналогичная ситуация. То есть, когда наша республика перешла на биометрические электронные паспорта, стали говорить так, вот видите, паспорт, который надо менять при перемене места жительства, либо при перемене семейного положения, стоит 550 сомов, а вот паспорт, который ему не надо менять, он стоит всего лишь 520 сомов или 500 сомов. То есть, чтобы сработал психологический эффект. Я думаю, что правоохранительные органы займутся этим вопросом, и думаю, виновные лица будут наказаны. Как вы оцените судебную реформу в Кыргызстане? О чем говорит последнее назначение судей? Я, к сожалению, не к сожалению, я должен констатировать, что я по роду своей деятельности 20 лет проработал не в судебной системе, а в несколько других сферах, в сфере обеспечения национальной безопасности. Но все равно, чтобы не уклониться от вашего вопроса, мне хотелось бы сказать несколько слов в отношении всей системы государственного управления республики. Я думаю, что определенные люди, круг лиц, наверное, могут обидеться, могут затаить какую-то злость. Но я скажу то, что моя личная оценка системы государственного управления. Я считал и считаю, что существующая в нашей республике система государственного управления в политическом аспекте, в экономическом аспекте, культурном, гуманитарном и прочих аспектах, она порочна, она безнадежно устарела. Ее нужно в корне менять и реформировать, в том числе и судебную систему. Я считал и убежден в том, что основным признаком существующей системы госуправления является ее глубоко законспирированная и скрытая антигосударственность и антигражданственность. Чтобы не быть голословным, скажу, в чем заключается антигосударственность существующей системы. Во-первых, в силу того обстоятельства, что есть внешние проявления. Каждый из нас должен ответить, можно ли сегодня занять должность министра, руководителя административного ведомства,
либо стать депутатом Джугурку Кеңеша. Я уже не говорю о премьер-министре или президента, не обладая каким-то финансовым ресурсом. Я считаю, что это абсолютно невозможно. К сожалению, случилось так, что система наша сложилась так, что выбиться на верхние этажи могут только люди, которые имеют большие суммы денег. А с другой стороны, в чем антигосударственность системы управления? Неужели премьер-министр Кыргызской республики, президент, депутаты Джугурку Кеңеша, министры, так называемая элита не видит, что при том нищенском уровне заработной платы, которые платят государственным служащим, прежде всего учителям, врачам, работникам правоохранительных органов, военнослужащим, у человека возникает дилемма. Либо он будет обречен на нищенство, то есть это добросовестное нищенство, ее называют, либо он обречен на преступное вымогательство. То есть если учитель, врач, сотрудник милиции, сотрудник спецслужб, прокурор и судья получает малую заработную плату, ему нужно насущные проблемы свои решать, он должен кушать, одеваться, воспитывать детей, покупать квартиру, дом, машину приобретать. Он, значит, вынужден нарушать законы. То есть государство у нас заранее обрекает все общество перед очень страшной дилеммой. Либо нищенски жить и, грубо говоря, как прозябать. Либо он вынужден нарушать законы для того, чтобы нормально функционировать. И вот то же касается судебной реформы. Я думаю, что пока мы не исправим вот эту порочную систему государственного устройства, когда нарушение законов, нарушение существующего порядка является вынужденной мерой, у нас будущего не будет. Какую оценку дали бы этому проекту Тазаком? Что касается проекта Тазаком, мне хотелось бы сразу для тех лиц, которые не сведущие, отметить, что в настоящее время в Кыргызской республике прорабатывается национальная стратегия устойчивого развития. Так вот, декларируется, что ключевым компонентом, то есть сердцем этой национальной стратегии является общенациональная программа цифровой трансформации, то есть Тазаком. Ее помпезно, с очень большой привлечением с огромным общественным резонансом, привлечением международных доноров, инвесторов, бывший премьер-министр Сапар Жумакадырович Исаков презентовал лично, будучи руководителем аппарата президента, хотя я считаю, в тот период это не было его функциональной обязанностью, это должно являться программой работы правительства. Но я по этому поводу давал интервью 19-го, в середине июня прошлого года, общественного рейтинга. Я сравнил все эти действия Сапара Жумакадыровича Исакова со знаменитой лекцией известного литературного персонажа Остапа Бендера в шахматном клубе «Четыре коня», когда он рисовал благостные перспективы перед жителями провинциального городка Васюки о превращении его в центр международного межгалактического шахматного турнира с участием инопланетян и прочих вещей. Вот я думаю, что из этой же серии. Поэтому я считал и считаю, что в условиях нашей страны, пока мы не решим ту проблему, которую я сказал, что у нас суть государственного управления, она антигосударственная и антигражданская, говорить о переходе к цифровым технологиям, я думаю, что еще преждевременно. Это не является для нас приоритетом. И рисовать радужные перспективы о беспилотных такси, либо 4G интернет, вплоть до Джайло, или замена, скажем, рынка обыкновенного нашего колхозного, не колхозного, а сельскохозяйственного рынка торговли животными с переходом на 4G технологии, или, я думаю, это сказка. И в этом смысле я считал и считаю, и убежден, я считаю Сапара Жумакадыровича Исакова ярчайшим прототипом прожектерства. Есть литературный прототип. Литературным прототипом Сапара Исакова является помещик Манилов из знаменитой повести Гоголя «Мертвые души». Его отличительной особенностью является склонность к прожектерству, несбыточным мечтам, преклонение перед либеральными западными ценностями. Вот образно картинка такая вырисовывается. У него в своем поместье крестьяне пьют, управляющие воруют деньги, в поле растет бурьян,
пруд, который перед домом зарос ряской, а он сидит и мечтает, как бы построить каменный мост через этот пруд, либо прокопать подземный ход, чтобы потом поднять благосостояние. Я думаю, вот из этой же серии. И жизнь показывает на сегодняшний день, что эти проекты несбыточные, они абсолютно тупиковые в сложившихся условиях. И для того, чтобы его реализовать, нужны, во-первых, общее видение проблемы, потом нужно изыскать необходимые средства и необходимо иметь соответствующие профессиональные кадры. К глубочайшему сожалению, Тазаком так и остался популистским лозунгом, в котором полно надерганных из интернета целей, там 7 целей, 4 задачи, а какого конкретного точного содержания, что необходимо делать, как необходимо делать, из каких источников, вот этого, к сожалению, нету. Я думаю, он так и останется на бумаге, если не принимать соответствующие меры реагирования. Как гражданин и житель Бишкека, как вы оцениваете ситуацию с ТЭЦом? Как вы считаете, найдут ли виновных и получат ли достойное наказание? Ну, я такой же житель города Бишкек, как и вы, поэтому тоже мужественно, как говорится, преодолевал тяготы прошлогодней зимы. Непосредственно на себе тоже наша семья ощутила аварию на ТЭЦ. Мне хотелось бы в этой связи сказать первое и самое главное. К глубочайшему сожалению, за все годы независимости наша система госуправления утратила очень важную вещь, существенную. Это называется культура выработки, сопровождения и реализации проектов. Вот безусловно, это абсолютно бесспорно. Энергетическая система Кыргызской республики, она безнадежно устарела. Прошло уже 28 лет с тех пор, как мы каких-либо действенных мер по коренной модернизации не принимали. То есть мы пользуемся инфраструктурой, которая была создана советским периодом. У нас многих в определенных кругах принято хаять, что все советское, все плохое. Но как ни говори, это реальность. Мы пользуемся на сегодняшний день тем, что было создано в советское время. И с тех пор, к сожалению, в энергетической сфере мы занимались только косметическим ремонтом. Хотя я сам по образованию инженер-механик, закончил механико-машинный факультет, поэтому, наверное, имею моральное право говорить о том, что если инженерные сооружения, которые являются сложнейшей системой, не поддерживать в работоспособном состоянии и не менять ее, то это рано или поздно приведет к аварии. С этой точки зрения необходимость модернизации ТЭЦ бесспорна. Вопрос в том, что надо было вначале написать техническое задание, прежде всего оценить текущее состояние, определить, какие работы нужно провести, чтобы она была работоспособной. После этого определить источники финансирования, оценить стоимость реальную и потом уже предъявить к потенциальному инвестору и к потенциальному исполнителю. Ну, как показывают парламентские расследования, я за ним внимательно очень следил, что все эти работы, к сожалению, не были сделаны. То есть складывается впечатление, что вначале был бюджет, а потом уже под бюджет стали писать и оформлять бумаги. Отсюда вылез злополучный плоскогубцы за $600, система видеонаблюдения за 15-16 тысяч долларов, лифты и прочее. То есть получается, что вначале решили распилить деньги, а потом под них написать видимость технического задания и проекта. И я думаю, что в этой связи, я вообще как работник правоохранительных органов, ну, вернее, спецслужб, считаю, что должно действовать в обязательном порядке два принципа правового государства. Это первое – равенство всех перед законом, независимо от занимаемой должности, то есть начиная от слесаря и кончая даже главой государства, если он имеет к этому отношение. И второе – должен быть реализован принцип неотвратимости наказания. Вот с этим у нас очень большие проблемы. К сожалению, и первый президент нашей страны Аскар Акаевич Акаев, его семья, его ближайшее окружение, и второй президент Румбек Салиевич Бакиев, его сыновья, братья сумели избежать наказания. Никто из них, по большому счету, не был привлечен к уголовной ответственности. И поэтому, чтобы такого не повторялось впредь и не возникало так называемых рецидивов повторения, нужно сейчас наступило время, нужно всех виновных наказать, независимо от занимаемой должности. Безусловно, в рамках правового поля. Не в отношении персоны, а в отношении факта. Я думаю, что в ходе данного расследования должны быть установлены объективно, полно
всесторонне изучены, все обстоятельства имевших место коррупционных дел, и по ним уже должно приниматься решение. Я думаю, на его основании, на основании данного уголовного дела депутаты получат возможность выразить импичмент. Я еще раз повторюсь, независимо от занимаемого положения. И принцип «вор должен сидеть в тюрьме» должен быть реализован. Как вы оценили бы к нам работу экс-премьера Сапара Исакова? Ну, прежде всего, что касается личности Сапара Исакова, я к нему не испытываю особых таких симпатий, я этого и не скрываю. Я считал и считаю, что для того, чтобы занять такую высокую должность, как глава исполнительной власти целого государства, нужен целый комплекс, набор качеств. Прежде всего, государственное мышление, профессионализм, опыт хозяйственной деятельности. К сожалению, Сапар Джумакадырович Исаков каких-либо таких должностей не занимал. Ну, до прихода, естественно, в администрацию Калмаз Рашидовича он был референтом, экспертом, не руководил даже маломальски большим коллективом, либо заводом. Поэтому ввиду отсутствия этих важнейших качеств, которые должны быть присущи государственнику, на первом месте государственное мышление и опыт хозяйственной деятельности, я думаю, что как он закончил свою карьеру премьер-министра, это было закономерным явлением. Как за него проголосовали в свое время 105 депутатов, в том числе и его партия СДПК правящая, точно так же они проголосовали за его отставку. Поэтому я думаю, что опыт, к сожалению, отрицательный по приводу к деятельности так называемых технократов, на самом деле я думаю, что окончание зарубежных престижных вузов, то без ведущих английских, либо французских вузов, либо других европейских, это еще не означает, что люди обладают соответствующим опытом. Этого мало. Надо вначале поработать на практике, как говорится, на земле, получить соответствующий опыт и потом уметь нести ответственность за принимаемые решения. А рисовать сказки несбыточные, заниматься маниловщиной, прожектерством, то есть несбыточными проектами, это народ у нас очень умный, народ очень продвинутый, он это дело сразу видит, отсюда и объясняется такое неприятие. Да, следует отметить, что Сапар Исаков среди молодежи пользуется, среди определенного круга молодежи пользуется авторитетом, но я думаю, только потому, что он молодой, креативный, использует такие сложные выражения, коммуникационные технологии, цифровое общество, интернет вещей и прочие вещи, которые, прежде чем заявлять такие вещи, надо решить реальные проблемы жителей. Это сохранение рабочих мест, создание благоприятных условий жизни, безопасного существования, поднятие экономики, а потом уже можно говорить о более высокотехнологичных вещах. Уважаемые телезрители, с вами была программа ТТТ. Сегодня у нас в гостях был генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Intellinks Джумадылов Талайбек Амантурович. До следующих встреч!